Я приветствую вас на уроке русского языка. Чтобы наш урок прошел интересно, я предлагаю работать активно, внимательно и качественно. Проведем словарную работу. Отгадайте загадку. Есть в квартире молодец, математик и мудрец. Постоянно круглый год точный счет он дням ведет. Это календарь. Календарь – это система счисления промежутков времени, основана на периодичности движения небесных тел Луны и Солнца. Самые древние календари – это лунный календарь, календарь индейцев майя, солнечный календарь. Календарь – это слово пришло в русский язык в конце XVII века из Древнего Рима, где календарем называли книги, в которые кредиторы, люди, дающие деньги в долг, записывали проценты, а первые дни месяца назывались календы. В эти дни должники платили проценты. Позднее в календарях стали указывать числа, дни недели, месяцы, праздники, дни рождения императора. Включали заметки об исторических событиях. Мы продолжаем наше увлекательное и поучительное путешествие в городе склонения по улице безударных окончаний имен существительных. Какие тайны существительные приготовили нам сегодня? Прочитайте словосочетание. Нет изгороди, подошел к изгороди, вдали от родины, скучал по родине, вернулся из столицы, ездил по столице. Запишите эти словосочетания. Обозначьте ударения в именах существительных. Выделите окончания. Определите, в каком падеже стоят существительные первого столбика. Докажите. Нет чего? Изгороди. Вдали от чего? От родины. Вернулся из чего? Из столицы. Конечно, это родительный падеж. В каком падеже стоят существительные второго столбика? Докажем. Подошел к чему? К изгороди. Скучаю по чему? По родине. Ездил по чему? По столице. Конечно, существительные употреблены в дательном падеже. Что объединяет эти существительные? Правильно, у всех существительных безударные окончания. Тема нашего урока – правописание безударных окончаний имен существительных в родительном и дательном падежах. Сегодня на уроке мы будем упражняться в написании безударных окончаний в родительном и дательном падежах имен существительных. Проведем наблюдение. Посмотрите на два столбика слов. Что вы заметили? Радуемся после стужи, радуемся стуже. Стекали с крыши, стекали по крыше. Определите падеж существительных первого столбика. Давайте поставим ударение и выделим окончание этих существительных. Что объединяет все эти существительные? Конечно, их объединяют безударные окончания. Определите падеж существительных. Это родительный и дательный. Радуемся
после стужи. Радуемся стуже. Стекали с крыши родительный падеж, стекали по крыше дательный падеж. Давайте вспомним, что мы знаем о родительном и дательном падежах. На какие вопросы отвечают существительные в родительном падеже? На какие вопросы отвечают существительные в дательном падеже? Какие предлоги относятся к существительным в родительном падеже? Какие предлоги относятся к существительным в дательном падеже? Какие окончания имеют существительные первого склонения в родительном падеже? Какие окончания имеют существительные первого склонения в дательном падеже? Какие окончания имеют существительные второго склонения в родительном падеже? В дательном падеже. Какие окончания имеют существительные третьего склонения родительного падежа и дательного падежа? Каким членом предложения являются существительные в родительном и дательном падежах? Еще раз внимательно посмотрите на таблицу. Сделаем вывод. По каким признакам различаются родительный и дательный падежи? Родительный и дательный падежи различаются падежными вопросами, предлогами и окончаниями существительных первого и второго склонения. В каком склонении у родительного и дательного падежа одинаковые окончания? Конечно, это третье склонение. Что надо сделать, чтобы правильно написать безударные окончания существительных? Правильно, определить падеж, определить склонение, вспомнить окончание существительного этого склонения в нужном падеже. Ребята, давайте просклоняем существительные первого, второго и третьего склонения. Родительный падеж. Чего? Деревни, земли. Второе склонение – села, озера. Третье склонение – тетради, глуши. Дательный падеж. К чему? Деревне, земле. Второе склонение – селу, озеру. И третье склонение – тетради, глуши. Сделаем вывод. Чтобы проверить безударное окончание имени существительного, надо определить его склонение, падеж и ударное окончание в этом падеже. Ударное и безударное окончания будут одинаковые по правилам русского языка. Составим алгоритм проверки безударного окончания. Ставлю существительное в начальную форму и определяю склонение. По изгороди. Что? Изгородь – третье склонение. Подбираю слово «помощник» и ставлю его в ту же форму. Берем слово «степь». По чему? По степи. Пишу такое окончание, как у слова «помощника». Проверяю. По степи, по изгороди. Безударным окончанием является «и». Предлагаю вам выполнить задание. Вставьте пропущенные окончания, определите склонение и падеж у существительных. Плыли по Волге, бегали по луже, сидели у палатки,
насыпали по горсти, звон от капели, взял с тарелки, приехали к ночи. Проверьте себя. Молодцы, ребята! Я уверена, что вы справились с заданием верно. А теперь пришло время отдохнуть. Проведем физминутку для глаз. Продолжаем наш урок. Подберите к данным глаголам подходящие по смыслу существительные с безударными окончаниями. Допишите их, укажите склонение и падеж по образцу. Вспомнил о ком? О товарище. Второе склонение – предложный падеж. Отъехал от чего? Написал о чем? Копать чем? Заботился о ком? Фотографировал что? Слова для справок. Лопата, война, гараж, памятник, собака. Проверьте свою работу. У тех, кто слушает внимательно, все будет получаться верно. Сейчас я хочу вам предложить вот такое задание. Составьте из каждой пары слов словосочетание, употребив имена существительные в родительном, дательном или предложном падеже с предлогом. Смеяться – радость. Подъехать – деревня. Написать – тетя Ира. Закричать – боль. Приехать – бабушка Соня. Идти – тропинка. Взять – ладонь. Плыть – Волга. Запишите словосочетание. Укажите падеж и склонение имен существительных. Выделите окончание. А теперь проверьте свою работу. Распределите существительные родительного падежа в 3 группы. Вставьте пропущенные окончания. Без зарядки, для мази, от печали, вокруг школы, с лица, кроме матери, после вьюги, до утра, из тюля. А теперь проверьте себя. Какие 3 группы склонений у вас получились? Распределите существительные дательного падежа в 3 группы склонений. Вставьте пропущенные окончания. К телефону, проруби, по полу, к изгороди, к сестре, по тропинке, к дочери, по яблоку, к дяде. Проверьте себя. Какие 3 группы существительных первого, второго и третьего склонения у вас получились? Замечательно. Ребята, наш урок подходит к концу. Давайте подведем итог.
Как различить родительный, дательный падежи? По вопросам, предлогам и окончаниям. Какой смысловой вопрос встречается во всех падежах? Смысловой вопрос где? Какой вопрос приходится добавлять к смысловому вопросу где? При распознавании падежей к смысловому вопросу где приходится добавлять падежный вопрос где, почему дательного падежа, где, у чего родительного падежа. Какой смысловой вопрос употребляется только в одном падеже? Конечно, это откуда в родительном падеже. Можно ли различить эти падежи по предлогам? Да, можно. Назовите окончания имен существительных в родительном и дательном падежах. Первого склонения, второго склонения и третьего склонения. Запомните, ребята, чтобы правильно написать безударное окончание существительных, надо определить склонение, определить падеж, вспомнить окончание существительного этого склонения в нужном падеже. Вы хорошо поработали на уроке, а наши знания – это богатство, которое делает нас умнее и мудрее. А какие знания вы приобрели за урок? На уроке вы узнали, научились, можете. На следующем уроке мы продолжим с вами наше познавательное, увлекательное путешествие по городу склонения. Проведите анализ своей работы на уроке. Продолжите фразу. Сегодня на уроке я узнал, открыл для себя, научился, смог, могу похвалить себя за... Поднимитесь на лесенку успеха. Наш урок подошел к концу. До свидания. До новых встреч на уроках русского языка.